В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Клуб New England Patriots победил Лос-Анджелес Рэмс в Супербоуле в финальном матче Североамериканской национальной футбольной лиги. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте, штат Джорджия, и завершилась со счетом 13-3. Самым ценным игроком признан ресивер победившей команды Джулиан Эдельман. Нью-Йорк Ингланд получил кубок имени Винса Ломбарди. Он назван в честь легендарного тренера, под чьим руководством Green Bay Packers выиграли два первых Супербоула в 1966 и 1967 годах. Напомню, НФЛ является самой популярной и посещаемой лигой в мире. Она также известна музыкальными выступлениями мировых звезд в перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году для 75-тысячной аудитории арены выступали группа Maroon 5, а также рэп-исполнители Big Boy и Трэвис Скотт. Реал одержал победу над Алависом со счетом 3-0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Забитыми мячами отметились Карим Бензема, Винисиус Джуниор и Мариано Диас. Для Реала эта победа стала четвертой подряд в чемпионате Испании. В текущем сезоне победные серии команды не длились более 3 встреч. В турнирной таблице Реал занимает 3-е место, набрав 42 очка. На 2 очка команда отстает от идущего вторым Атлетико, на 8 очков от лидирующей Барселоны. Алавес с 32 очками идет 7-м. В следующем матче Реал 9 февраля в гостях сыграет с Атлетико, а 6 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде встретится с Барселоной. Алавес 11 февраля примет Леванте. Спортсменка из Нидерландов Кики Бартенс выиграла турнир женской теннисной ассоциации Санкт-Петербург Ледис Трофи, обыграв в финальной встрече Донну Векич из Хорватии. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-4 в пользу 27-летней голландки, которая находится на 8-й строчке мирового рейтинга WTA. 22-летняя Векич 30-я. Для Бертенс эта победа стала 8-й на турнирах WTA. Напомню, турнир проходил в Петербурге на Сибур-арене. Теннисисты соревновались на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составил $823 тысячи. Бертенс получит $141 тысячу призовых. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкена стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в Москве. Спортсменка показала результат 2 метра 4 сантиметра, установив лучший результат сезона в мире. Предыдущий лучший показатель был установлен ей же 20 января на турнире «Битва полов». Тогда спортсменка прыгнула на 2 метра 3 сантиметра. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, преодолевшая высоту 2 метра. Третьей с результатом 1 метр 90 сантиметров стала Александра Ярышкина. Еще один отличный результат показал представитель Мордовии Александр Меньков на турнире «Русская зима». 28-летний спортсмен выдал блестящую серию, трижды улетев за 8 метров. Вторым стал москвич Денис Богданов с результатом 7 метров 85 сантиметров. Таким образом, Меньков показал лучший результат сезона в мире. Но пока у него нет нейтрального статуса, чтобы выступать на международных соревнованиях. Более того, некоторые эксперты отмечают, что у чемпиона мира 2013 года могут возникнуть серьезные проблемы с антидопинговыми службами. Бескомпромиссные бои. Более полусотни бойцов приняли участие в чемпионате республики среди юношей и мужчин по смешанному единоборству. Напряжение чувствовалось не только в октагоне, но и среди болельщиков. Тему продолжит Анастасия Кобызева. Напряжение в зале, в октагоне, схватка одной из самых зрелищных весовых категорий в ММА – 93 килограмма. Кискиль Ильинов против Виктора Касимова. Падение, удушающий прием и победу вырывает представитель клуба «Триумф» Виктор Касимов на 56-й секунде боя. Победа далась легко, не ожидал такого. Думал, боец будет посерьезнее. Так все вышло. Финальная схватка в весовой категории до 71 килограмма между Маруфом Сафаровым и Джавадом Балагаевым никого не оставила равнодушным. Счет был равным, но во втором раунде Сафаров все-таки выхватил победу. Его соперник еще 10 минут без сознания лежал в партере. 2 раунда бились, раунд закончился, он не встал больше в партере. Я добил его, не знаю, почему он не встал, я сам не знаю даже. Просто отказались от боя, дальше продолжить и все. У него давление просто поднялся и все. Надеюсь, все будет хорошо. Турнир проходит с 2012 года. В этом году в нем приняли участие более полусотни бойцов из спортивных клубов столицы и районов республики. У нас без травм, чтобы травмы не было, и
люди себя показали нормально. У нас же это бои без правил не бывает, именно с правилами, ограничениями у нас борьба. Поэтому рефери очень хорошо работали, судьи, поэтому травм особых нет. Победители и призеры соревнований войдут в состав сборной республики и будут выступать на чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в Якутске 9 и 10 марта. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск. Общественная организация «Дуага Ботур» второй год проводит межулусные соревнования по волейболу в селе Сайлак Кобяйского улуса. В прошлом году на соревновании приняло участие 10 команд, а на этот раз в честь основателя Среднего Вилюя было представлено 33 команды из 5 районов. В этом году на соревнования приехали более 300 участников. Это уже показывает развитие, уровень проведения этого соревнования. Да? Вот. И надеемся, в дальнейшем будет еще больше команд, более сильных, более подготовленных. Хорошая новость для любителей спорта. В спортивных объектах Якутска начались дни открытых дверей. В течение месяца свои двери откроют плавательный бассейн «Чолбон», футбольный манеж «Дахсун» и многие другие спортивные объекты города. Расписание вы сейчас видите на своих экранах. Любой желающий сможет не только бесплатно посетить тренажерные залы, поплавать в бассейне, но и также записать ребенка на секции по различным видам спорта. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.